я бы хотел обратиться ко всем присутствующим. При получении государственной услуги, оказании государственной социальной помощи в рамках социального контракта, какие трудности были при получении этих выплат. Заместитель министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Беслан Аздоев интересуется у самозанятых, получивших выплаты, просил ли кто-либо у них деньги из-за заключения социального контракта. Собравшиеся в один голос твердят, что нет. Диана Булгучева, получившая 200 тысяч от государства для старта своего дела, отмечает, единственная трудность, с которой она столкнулась, это опоздание с подачей заявления. Но далее она встала в очередь, и все свершилось. Диана открыла в Сунже свой репетиторский центр. Я занимаюсь полностью комплексной подготовкой детей к школе. Также у меня репетиторство начальной школы с 1 по 4 классы. Отличным стартапом помощь от государства послужила и для Махмута Гойгова. 10 лет он работал водителем автокрана, ушел на пенсию и не знал, чем себя занять. Увлекся кожаными изделиями и всерьез решил посвятить себя этому делу. С кожаных изделий, я начал вот это, Услышав про соцконтракт, подал все необходимые документы и ждал своего часа. Средства пришли вовремя, причем без взяток и посредников. Как раз партия дает момент, они последним дают версию. Коммуникация отдавает, вода я зевгаюсь, что я зеваю, кирдаля где-то кирдаля хадалар. Другая самозанятая пенсионерка Айшет Аздоева. Женщина пропагандирует здоровый образ жизни. Она категорически против дрожжевого хлеба, а потому запустила производство своего, как отмечает Айшет, диетического и полезного. Я от перечня никуда не отходила, документы собрала сразу и без проблем через практически, 2 недели я ждала, и деньги поступили на мой счет. Купила оборудование, купила печи, купила настойку и немножко повысила свою производительность. Люди стали заказывать через интернет. И таких историй много. В региональном министерстве труда, занятости и социального развития призывают не попадаться на уловки аферистов, которые просят деньги за заключение соцконтракта. Эта процедура абсолютно бесплатная и не требует никаких вложений и посредников. Нужно всего лишь прийти в клиентскую службу. В ведомстве просят не доверять сомнительным лицам, а жертвам мошенников немедленно обратиться в правоохранительные органы. В социальных сетях распространяется информация о посреднических услугах на платной основе при предоставлении государственной социальной помощи в рамках социального контракта в размере больше, чем установлено в Республике Ингушетия. Хочу отметить, что помощь в рамках социального контракта предоставляется органами социальной защиты. Это наши клиентские службы социальной защиты населения и Центры занятости населения республики без посреднических услуг. Недобросовестные посредники могут обмануть граждан, требуя передачи их документов и личных средств для дальнейшего заключения этого контракта. Хочу обратиться к данным гражданам, чтобы они были бдительны и осторожны при обращении к данным посредникам, которые обещают помощь в получении социальных выплат. Социальные контракты – это мощная поддержка, инициированная главой государства Владимиром Путиным в рамках нацпроектов «Демография» и «Малое и среднее предпринимательство». Если раньше по соцконтракту жителям выделяли 100 тысяч рублей, то сейчас сумма увеличена до 200. Помощь оказывается сразу по 4 направлениям: поиски работы индивидуальным предпринимателям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и для развития личного подсобного хозяйства. Данная мера социальной поддержки является очень важной для нашей республики, особенно для наших граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Многие смогли закупить оборудование, технику, приобрести хозяйственный инвентарь или трудоустроиться в рамках поиска работы. И также именно по мероприятию осуществления трудной жизненной ситуации, и многие смогли закупиться продуктами питания, одежду, обувь и направить свой основной бюджет в другое русло и решить какую-то проблему, которая у них образовалась. Это может быть нехватка денег на приобретение
каких-то домашних принадлежностей и лекарственных препаратов. В текущем году в Ингушетии соцконтракты заключили с более 1500 человек. Это около 300 миллионов рублей. Право на получение такой поддержки имеют люди, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. В республике это 13 513 рублей на каждого члена семьи. На сегодняшний день документы принимаются только по поиску работы, так как по остальным направлениям план выполнен на 100%. А значит, нужно ждать следующего года. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.